Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В эти выходные в Любляне стартовал 29-й марафон, крупнейший в истории Словении. На дистанцию вышло около 30 тысяч бегунов из 84 стран. На старт вышли сильнейшие бегуны из Кении и Эфиопии. Беговой маршрут проходит через весь город. Люблянский марафон – это не только спортивный праздник национального масштаба, но и перекрытые улицы в эти дни. Мэр города Любляны Зоран Янкович попросил всех горожан не передвигаться на автомобилях в дни марафона. Всем, кто участвует в этом марафоне, желаю поставить свой личный рекорд. В словенском городе Новогорица на северо-западе Словении из здания суда через окно сбежал обвиняемый в сексуализированном насилии над несовершеннолетней. Он выпрыгнул из окна во время слушания и скрылся. Полиция начала масштабные поиски. К операции подключились итальянские правоохранители. Подозревают, что беглец мог пересечь границу и скрыться в Италии. По неофициальным данным, обвиняемый мигрант из Алжира. Суд уже выдал международный ордер на его арест. Полицейские поймали преступника совершенно случайно при обходе заброшенного здания в центре города. Случайно поймали, случайно убежал. Паспорт гражданина Словении – 8-й по силе в мире. Обладатели словенского паспорта могут въезжать без виз в 184 страны. Первое место по-прежнему удерживает Сингапур. Обладатели сингапурского паспорта имеют доступ в 193 страны без визы. Для сравнения, украинский паспорт занимает 30-е место, а российский всего лишь 46-е. А если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь по оформлению всех необходимых документов и помощь в поиске жилья, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. EasyJet запускает новый прямой рейс из Любляны в Великобританию в Эдинбург, который начнет действовать с апреля 2026 года. Билеты уже можно приобрести на сайте EasyJet. Минимальная стоимость авиабилетов составляет 36 евро. А обладателям словенского паспорта виза в Великобританию не нужна. Словенские врачи добились невероятного успеха. Впервые в стране имплантировали маленькой годовалой пациентке устройство под названием «Берлинское сердце». Это механическое сердце, которое помогает перекачивать кровь, полностью заменяя функцию настоящего сердца. Устройство используется до пересадки сердца и дает ребенку шанс на полноценную жизнь. Родители девочки рассказывают, что на первый взгляд она родилась абсолютно здоровой, но на 10-й день они заметили, что у дочки есть проблемы с дыханием, и сразу же обратились к врачам. Врачи обнаружили у девочки врожденный порок сердца. Состояние девочки стабильно улучшается, и клиника называет эту операцию прорывным моментом в кардиологии для самых маленьких пациентов. Исследования показали, что подключаемые гибридные автомобили выбрасывают в воздух всего лишь на 20% меньше СО2, чем обычные бензиновые автомобили. В исследованиях приняли участие более 800 тысяч европейских автомобилей. Главная причина – многие водители реже заряжают аккумулятор и сильнее полагаются на двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, заявленные экологические преимущества гибридов оказываются значительно преувеличенными. Клопы-вонючки заполонили Словению. Сначала я не обратила внимания на эту новость, пока не обнаружила у себя в доме вот этого милого клопа, который сидел у меня на занавесках. Эти насекомые заполнили фасады и стены домов, проникают в квартиры, несмотря на москитные сетки. Эти виды наносят ущерб сельскому хозяйству, особенно в Приморье, где их численность в 8 раз выше, чем в других регионах. Вонючие клопы, по-словенски смердливцы, прибыли в Словению как пассажиры с азиатскими товарами. Видимо, с Алиэкспресс. В Европе у них практически нет естественных врагов, а теплый климат способствует их размножению. Если вы нашли этого смердливца у себя дома, то не торопитесь его убивать. Он будет очень сильно вонять. Просто отпустите его на свободу.
В ночь на 17 октября неизвестный злоумышленник на славянской станции Винткар перевел железнодорожную стрелку и пустил поезд под откос. Преступник перерезал запорный штифт на стрелке, установив ее в положение, приводящее к сходу поезда. К счастью, на момент происшествия в поезде не было пассажиров и никто не пострадал. Однако ущерб только поезду составил более 300 тысяч евро. А с учетом повреждений инфраструктуры и затрат на замену маршрута, общая сумма ущерба превысила 1 000 000 евро. Сейчас эта линия из-за нанесенных повреждений закрыта. Полиция ведет тщательное расследование. Возможно, в славянских лесах до сих пор орудуют партизаны, которые не в курсе, что Вторая мировая война давно закончилась. На Западе существуют стереотипы, что в России по улицам бродят медведи. Но на самом деле чаще всего вы сможете встретить медведей на улицах европейских городов. И Словения не исключение. На днях среди бела дня жители встретили медведя на окраине Любляны. Чиновники предлагают вместо отстрела контролировать популяцию медведей с помощью контрацепции. Интересно, какой метод контрацепции они хотят предложить? Неужели они будут обучать медведей пользоваться презервативами? И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +5 до +15. Небольшой дождь. Спасибо, Алиса. Для хорошего человека ничего не жалко. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока!